Добрый день, уважаемые книголюбы! Мы рады приветствовать сегодня в нашем прямом эфире вас. Проведем мы свой прямой эфир в литературном кафе. Хотелось бы для начала продемонстрировать немножко это такое уютное местечко, где размещено огромное количество книг, где книги можно приобрести как для детей, так и для взрослых. И кроме того, что здесь можно приобрести книги, здесь можно попить чай, попить кофе, в общем, вкусно попить кофе и вкусно почитать. Здесь представлена и историческая литература, здесь представлены и детские издания, как я уже говорила. А сегодняшний наш прямой эфир посвящен выходу новой книги в нашем издательстве из серии «Истории татар в лицах». И прошу любить и жаловать в наш прямой эфир. Я представляю редактора этого издания, это Лясян Минуллина. И вот сама эта книга. Это книга Купцы Яушевой «Семейная история». Как я уже говорила, книга вышла из серии «Истории татар в лицах». Вообще эта серия, ее автор этой серии Хамидуллин, Булат Хамидуллин. И в этой серии у нас прежде выходили книги, посвященные другим известным личностям Татарстана, например, книга о Фикрате Табееве, например, книга о Шекбудине Марджани, книга о Рустем Кутуи и очередная книга, которая увидела свет в конце прошлого года, это «Купцы Яушевой. Семейная история». Хотелось бы уточнить, напомнить точнее, что все, кто сегодня присутствует в прямом эфире, могут выиграть эту книгу. Для этого нужно задать вопрос, и тот, кто первый задаст вопрос, мы это здесь сможем увидеть, тому будет отправлена эта книга в подарок. Итак, уважаемые читатели, еще раз представляю, эта книга посвящена истории татарской купеческой династии Яушевых из города Троицка Челябинской области. Вот хотелось бы, Лясян, с вами вначале обсудить. Вы все-таки работали над этой книгой. Скажите, в чем примечательно это издание? Какие у него есть интересные, так скажем, факты, что вы для себя подчеркнули? Потому что, я думаю, работа над этим изданием с автором, с Александром Чайчицем, я думаю, и вы сами, собственно, что-то для себя подчеркнули. Да, конечно. Добрый день, уважаемые все, кто нас видит. Очень интересная книга, она была тем, наверное, сначала скажу про то, что в истории татар очень много фамилий, которые занимались благотворительностью, которые занимались предпринимательством. Это и Хусаиновы, и Сайдашевы, и Юнусовы. И вот из их числа это купцы Яушевы. Но чем они примечательны? Тем, что, вот, наверное, своей многочисленностью. То есть это род Яушевых, он еще восходит согласно тому, как собрал материалы автор, к IX веку. И в этой книге последовательно с IX века до настоящего времени прослеживается вся история вот этого рода, этой семьи Яушевых. Книга очень интересная, увлекательная, у нее там много очень исторических источников приводятся, какие-то документы семейные, фотографии. То есть даже если вы пролистаете, здесь вот видно будет, да, сколько всего собрал автор, как много он всего тут собрал. И это просто интересно даже просто почитать всем, кто историей интересуется, историей татар и в целом историей. Лясян, я вот вижу, что присоединяется. Огромное спасибо, что нашли время. Хотим поприветствовать каждого из вас. И буквально с минуты на минуту к нам подключится непосредственно автор этого издания Александр Чайчиц. Александр Чайчиц очень кропотливо работал над этим изданием, да, и мы уже не первый раз, кстати, делаем репортаж о работе и уже теперь о выходе этой книги. И он является одним из прямых потомков этой династии. Мы ждем подключения его к нам. Так, и вот поступил первый вопрос. Так, в каком году в городе Троицке был открыт пассаж Яушевых? Так,
Рабига. Так. Первый вопрос. Вот первый вопрос, кто автор, да? В каком году в городе Троицке был открыт пассаж Яушевых? Пожалуйста, напишите нам в директ. Вы являетесь, собственно, победителем. Вам будет книга отправлена. Вы первые, кто задал вопрос. И вот второй уже поступает вопрос. Можно ли получить комментарий по поводу того, что подлинное имя Яуша было Чуваш. И то, что в Чувашии есть потомки того или иного Яуша. Вот сейчас как раз подключается Александр, и я думаю, он сможет откомментировать. Да. Минуточку. Ждем. Подключится Александр. Друзья, огромное спасибо за вашу активность. О, Саш. Александр, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно хорошо? Здравствуйте. 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 Спасибо, что нашли время. Спасибо, что принимаете участие в нашем прямом эфире. Собственно, без вас этот прямой эфир, наверное, и не состоялся бы, потому что вы непосредственный автор. И вот сейчас мы уже зачитали несколько комментариев, несколько вопросов. Я думаю, мы на них сможем ответить. Ну, а прежде всего, я вас поздравляю с выходом книги. Спасибо большое. С данным выходом. Долго ждал. Да. Поделитесь своими впечатлениями о выходе книги. Ох, ну, так долго заняла работа над этой книгой, на самом деле. Потому что эта работа, она началась, в принципе, еще до того, как она оформилась в идею создания книги. Просто поначалу это была какая-то систематизация и оцифровка семейных архивов, которые у нас сохранились в революционных времен. И просто по мере накопления этой информации, а потом еще что-то, какие-то все время зацепочки появлялись, что вот здесь какой-то сюжет, какая-то история, здесь какой-то сюжет, по ним как-то больше и больше копаешь в литературе, в каких-то статьях. И все это обрастало информацией, и в итоге как-то с ней надо было что-то делать, и потом пришла идея написать эту книгу. Поэтому весь этот процесс, он шел лет 20, а то и больше. И я, конечно, очень рад, что вот наконец-то это все оформилось в виде такого полноценного законченного издания. А можно сразу вопрос? Да. Я считаю, у нас вообще такой онлайн, задают вопросы, как я, так и Александр, так и наши дорогие читатели. Я вот сейчас записываю, чтобы на все успеть ответить. А вот что у вас побудило взяться за написание семейной истории? То есть вот просто архив или какие-то, вот, ну как сказать, как зов сердца, что ли, что-то, или веяние современное? Вот сейчас же очень модно заниматься историей своей семьи, да, своего рода, искать какие-то корни. То есть что вот вас побудило? Ну, побудило наличие вот этой информации, которую не надо было даже искать, а которая просто жила в семье в виде каких-то живых воспоминаний. И просто по мере того, как идет время, уходят люди, теряются документы, теряются фотографии, становится невозможным узнать, кто на той или иной фотографии изображен. И просто я вот как-то видел, вот как вот сквозь пальцы вот этот песок как-то начинает убегать, и решил, что нужно все это оформить, нужно это задокументировать, чтобы это осталось в виде такой вот памяти для нас, в первую очередь, была мысль такая для нас, для нашей семьи, для моих собственных детей. Но потом я тоже увидел, что эта тема, она достаточно интересна и для сообщества в Татарстане, для людей в Челябинской области, в Северном Казахстане, в Костанайской области. Тоже это важная часть местной истории, местной идентичности какой-то. Вот, и поэтому, да, это еще больше вдохновило на то, что, да, действительно нужно записать, нужно вот эту какую-то маленькую такую вот, маленький какой-то взнос в историю и в изучение этой истории какой-то надо сделать, надо оставить, потому что я это могу, и кроме меня это вряд ли кто-то может сделать именно вот с этой вот точки, именно с этой вот позиции.
Спасибо. Александр, вот сейчас поступают вопросы, я не могу не обратить на это внимание. Вот первый вопрос. Чем известны купцы Яушевы? Купцы Яушевы известны как торговая фирма, которая занималась торговлей между Россией и Центральной Азией, главным образом. Основатель этой семьи, он казанский татарин, переселился из окрестностей Казани в Троицк, который сейчас является приграничным городом между Россией и Казахстаном, и тогда тоже был таким перекрестком и важным таким торговым центром между Россией и между Центральной Азией, Самарканд, Бухара, Хива. Вот, и они разбогатели на том, что они сопровождали караваны. Это была караванная торговля, шли товары из Центральной Азии в Россию, из России в Центральную Азию. И в общем, к началу 20 века это была очень богатая, очень влиятельная, как это сказать, ну, да, бизнес-династия, бизнес-семья, потому что она была очень разветвленная, всегда было по много детей, дети тоже занимались предпринимательством, торговлей, фирма разрасталась. Яушевы начали активно заниматься благотворительностью, общественной деятельностью, спонсировали образование, мечети, участвовали в общественно-политической деятельности, общественно-политическом движении начала 20 века, когда мусульманское население России стало тоже как-то самоорганизовываться для того, чтобы обеспечить представительство своих интересов в общественно-политической жизни. Вот этим они запомнились. Для Троицка, для вот этого города Яушевы тоже сыграли достаточно важную роль. Вот, кстати, прошу прощения, перебиваю, вот такой вопрос тоже был, что вы посетили Троицк, это верно? Да, и, да, прошлым летом. Ваши впечатления о посещении, тем более, если, как вы говорите, это настолько связано напрямую с написанием этой книги, и, наверное, какие-то детали вы для себя тоже там подчеркнули. Что вас больше всего там впечатлило в Троицке? Ну, это было, конечно, удивительное соприкосновение вот с какими-то... То, что у нас жило в виде каких-то семейных преданий, семейных каких-то повествований, историй, я все это увидел воочию, и все это увидел как бы вот на самом деле. И встретился с очень, очень хорошими, замечательными людьми местными, которые очень... Ну, там у города очень сильная такая вот идентичность, очень сильное такое чувство собственного достоинства, как вот старого купеческого города, который играл достаточно важную роль в прошлом, и люди это очень ценят, очень дорожат этим. Поэтому, да, я прям встретил множество единомышленников и людей, которые тоже интересуются той же темой, как и я, и которые тоже мы как-то там обсуждали какие-то там, значит, перипетии, там вот этот человек, значит, а вот он что делал, а вот тут он жил, а вот, значит, там, а вот там жил там его там родственник какой-то, вот какая там история была, вот все вот эти вот какие-то такие детальные интересные вещи, которые интересны мне и интересны вот людям там, это было удивительное просто вот удивительная встреча вот с людьми, с которыми вот есть такой вот общий интерес. Скажите, вот если вернуться к книге, да, я хотела продемонстрировать для всех, кто участвует в прямом эфире. Здесь представлен, ну, можно сказать, богатый фотоматериал. Практически на каждой странице. И интересная документация, да, и фотографии тех времен. В общем-то, каждая страница погружает в те события, и представлены торговые дома, как они выглядели именно в то время. Если говорить о вот фотоматериалах, скажите, пожалуйста, как подбиралось? Это ведь, можно сказать, каждая фотография это богатство, это изюминка этой книги. Их здесь немало. Вот можете немножко рассказать о работе над фотоматериалом?
Да, и это еще не все вошло, Лейсан не даст Да, соврать. да, Было, не все материалов вошло, было было больше, намного больше, но как бы книга не резиновая, но да, приходилось а, уже, да, выбирать. пришлось выбирать. Ну, поэтому здесь и на каждой странице фотография. Вот это здорово, конечно, что читая, Да, можно ну, сразу же погружаться в ту тут, атмосферу. конечно, Эти фотографии не... как? Они из семейных архивов были отобраны, да? Наверняка у вас они хранятся, из поколения в поколение передаются. Вот можно немножко о фотоматериалах? Да, здесь, конечно, очень повезло, и низкий поклон поколению моей прабабушки, которые были, там было несколько дочерей, которые были дочерьми последнего главы семейной фирмы Яушевых. И они уехали из Троицка на Дальний Восток, потом эмигрировали в Японию, через несколько лет вернулись из Японии в Советский Союз, жили какое-то время в Ташкенте, потом в 20-30-е годы уже переехали в Москву, где уже я родился. И, конечно, это удивительно, это их заслуга большая, что все это было сохранено, и все это проделало вот этот гигантский путь через буквально полмира, чтобы чтобы быть опубликованным в книге. Это большое везение, потому что, ну, понятно, в советские времена там какие-то сведения или как-то подчеркивать какое-то не пролетарское, не крестьянское происхождение в какие-то моменты могло быть опасным. Но они все это сохранили, это дошло до нас. Достаточно большое количество фотографий, некоторое количество документов дореволюционных. Тоже интересно эти документы смотреть было. Ну, это понятно, что это то, что люди бежали из Троицы в разгар гражданской войны. Они забрали то, что... Они забрали, может быть, не самое важное с исторической точки зрения, не самое такое красочное, что было бы для нас, но они забрали документы, которые свидетельствовали о каких-то об отношениях собственности, которые свидетельствовали о каких-то долговые расписки какие-то. То есть с тем, чтобы, если они вернутся обратно, чтобы можно было как-то начать восстанавливать прежние положения. Какие-то из этих документов, когда я их изучал, на них были какие-то присохшие куски земли, как будто они были закопаны какое-то время. И вот, да, эти документы вот у нас сохранились. Очень ценная финансовая отчетность торгового дома Яушевых за 15-16 год. Это, возможно, была последняя финансовая отчетность, которая была фирмой составлена. Тоже очень интересный, очень ценный документ. Он и любопытный с точки зрения как бы профессиональной. Я сам тоже в этой сфере работаю сейчас и как-то знаю, как выглядит финансовая отчетность сейчас. И дома есть такой вот раритет, как финансовая отчетность столетней давности. Тоже там что-то похоже, что-то совсем не похоже. Тоже очень любопытно. Вот. Но помимо этого тоже удалось некоторые интересные фотографии найти по ходу исследований, изучения. Там, допустим, там уникальная фотография, где моя прапрабабушка запечатлена в компании с Колчаком и Дутовым Да? во время их Сейчас мы посещения постараемся ее Троицка. найти, чтобы продемонстрировать. Да, то есть это Хотелось фотография, еще которая... добавить для наших участников прямого эфира, что эту книгу можно приобрести во всех фирменных магазинах татарского книжного издательства в городе Казани. Вот эта фотография, нижняя фотография. Нижняя, да? Да. Вот. Если ее видно. Повыше немножко. Угу. Той, Да, вот эта называется. фотография, которая, конечно же, если бы она была в нашем семейном архиве, ее бы точно не сохранили, и она бы точно не дожила бы. Но она сохранилась где-то где-то у других людей, и мне вот удалось благодаря там, общению с историками, краеведами тоже найти эту фотографию, которую я включил в эту книгу. Хотелось еще добавить, да, я начала уже говорить, что можно книгу приобрести в фирменных магазинах татарского книжного издательства в Казани, но а если вы проживаете за пределами Казани, то добро пожаловать на наш сайт tatkniga.ru. Вы там сможете заказать эту книгу несколько кликов с доставкой до вас. Вот продолжая тему, хотелось бы, во-первых, вернемся к вопросам, да,
через пару минут вернемся к вопросам, которые поступают. Я всех их здесь фиксирую, записываю. Если вдруг в прямом эфире мы не ответим на какой-либо вопрос, уважаемые читатели, уважаемые книголюбы, пожалуйста, пишите нам в директ, мы постараемся на все ответить и адресуем вопросы Александру. Ни один вопрос не останется без ответа. И скажите, пожалуйста, а много ли осталось потомков у Яушевых? Чем они сейчас занимаются? Есть ли у вас между вами связь? То есть общаетесь ли вы? Потомков осталось очень много. Сама семья была очень разветвленная. И у нас есть потомки, с кем мы вычислили родство, типа какое-то семиюродное, восьмиюродное. Есть носители фамилии Яушева, которые, с которыми мы знаем, что мы родственники, но мы пока еще не установили, в какой степени, где там в глубине веков соприкасаются наши, соединяются наши генеалогические древа. Что касается купцов Яушевых, именно непосредственно вот этой ветви семьи, тоже потомков очень много. Как я говорил, в 20-30-е годы здесь в Москве осело несколько сестер, которые образовали какое-то вот такое ядро такой более широкой семьи. И все еще очень тесно общались даже вот еще до 80-х, до конца 80-х, 90-х годов. Очень многонациональная уже семья такая была, то есть у нас там и помимо татар и латыши, и белорусы, и евреи, кто угодно. Очень такая, очень пестрая семья, но вот это татарское ядро, оно как бы было именно таким вот объединяющим каким-то вот единым таким точкой сбора, точкой кристаллизации вот этой всей большой семьи. Уже среди нас носителей фамилии Яушевой нет, но все помнят свои корни, для всех это очень важная тоже часть семейной истории, личной какой-то вот такой идентичности, понимания себя, своих корней, своего какого-то вот, откуда мы все идем. Вот, допустим, вот самый известный представитель нашей семьи здесь это покойный Фарид Мустафович Сейфун Мулюков, известный журналист советский. Вот, для него тоже очень, очень важную роль играло его происхождение от Яушевых. Он это тоже очень, очень ценил. Мы с ним активно тоже общались в процессе подготовки книги. И он для книги тоже пару фотографий своего личного архива тоже мне подарил, я их тоже разместил там в соответствующей главе. Вот есть родственники в Америке, которые тоже потомки тех Яушевых, которые не стали тогда возвращаться из эмиграции, которые из Китая эмигрировали в США, и там эти потомки тоже живут и тоже помнят об этих своих корнях. Мы с ними, в общем, на связи, тоже переписываемся. Вот сейчас поступает обращение, будет ли сохранен эфир. Да, мы постараемся сохранить эфир, так что те, кто не успел присоединиться в начале, смогут посмотреть ее потом в записи. Очень интересно, Александр. И если возвращаться к книге, насколько мне известно, данное издание неразрывно связано с Челябинском. Вот назовите ваше любимое историческое место в Челябинске. Наверняка оно тоже... Для меня... Я в Челябинске в прошлом году побывал, конечно, тоже в первый раз, как и в Троицке. Очень получил большое положительное впечатление от города, несмотря на то, что как-то Челябинск, как-то имидж такой, что-то такое жесткое, промышленное, такое недружелюбное какое-то место. Мне там очень понравилось. И, конечно, мое любимое место это бывший пассаж Яушевых, который прямо на берегу реки Миас находится. Очень красивое здание. В нем сейчас расположена картинная галерея областного художественного музея. Там очень, очень бережно сохранены внутренние элементы интерьеров, еще дореволюционные, оригинальные. То есть там лепнина, плитка на полу, какие-то перила, вот там все очень аутентично, очень все оригинально, очень вот передает дух именно вот тех старых времен. Я очень был рад
посетить это здание, и очень мне как бы, ну, светло на душе стало, что действительно люди и помнят, и ценят, и берегут это, и что это для них тоже вот то, что Яушевы тогда создали, что это продолжает людям служить, и тем более, вот, будучи картинной галереей, как-то у людей еще какой-то вот возвышенные, служат чему-то возвышенному. Это вот такое, да, это очень такое яркое впечатление, очень больше Хотела, всего кстати, мне, вот наверное, понравилось. Вот оно, показать да. из книги пассаж Яушева в Челябинске. Вот эта фотография. Тоже представлена в издании. И здесь интересные цитаты есть посетителей. В магазинах Яушевых было электрическое освещение и подъемники, огромные сияющие витрины, вышкаленные невозмутимые продавцы в европейской одежде с хорошим знанием русского языка. Радикальным шагом было то, что в магазинах Яушевых за прилавками, по примеру столичных магазинов, стояли барышни. Это вот небольшая цитата, вот на самом деле уже хочется дальше читать, но для этого нужно сесть и прочитать от корки до корки. А вот это пассаж Яушевых в Троицке. Верно, Александр? Да, это пассаж в Троицке, самое известное, наверное, их здание, которое построили Яушевы. Оно такое, оно более в таком, оно в таком стиле, что, вы знаете, вот оно могло бы быть в Петербурге, в Вене, вот оно все такое вот, такое мощное, красивое, большое. Тоже довелось его впервые увидеть в прошлом году, и тоже огромное впечатление. В нем в советские времена было то летное училище, то потом завод. Сейчас оно пустует, но там идет активная общественная дискуссия вокруг того, чтобы тоже начать Троицкий пассаж использовать для каких-то культурных целей. Вот, кстати, летом, вы когда я приезжал... ответили на вопрос, который поступал в прямом эфире. Какова судьба пассажа в Троицке? Вот, собственно, это ответ. Да, ну вот моя последняя информация, какая есть, она вот по состоянию на лето. Там прошел концерт, там очень хорошая акустика оказалась. И действительно, оно вот с этой точки зрения хорошо подходит для проведения каких-то мероприятий таких. Но все будет зависеть от местного руководства, от местной общественности. Действительно, для здания очень, очень хороший есть потенциал его использования в каких-то культурных целях. И есть, что тоже важно, в Троицке есть опыт, как такие здания дореволюционные качественно восстанавливают и качественно снова им дают новую жизнь. Это там знаменитая гостиница Башкирова, великолепное здание, которое сейчас тоже в прекрасном состоянии, тоже действует как гостиница. Или напротив этого пассажа, практически напротив него, стоит здание пассажа конкурентов Яушевых, Бакировых. Оно поменьше, но тоже очень красивое, и оно сейчас тоже приведено в порядок, в очень хорошем состоянии, и тоже используется. Так что у троичан есть и опыт, и знания, так что я надеюсь, что тоже будет все хорошо там. Вот тоже хотелось бы процитировать. Важнейшие документы о фирме Яушевых, сохранившаяся рукописная финансовая отчетность торгового дома братья Яушевых за 1915 и 1916 года. В документе, в частности, перечислены участники торгового дома и распределение капитала между ними. Вот еще раз повторю, что уже хочется дальше читать, но для этого нужно от корки до корки. Ну вот и приводятся и такие фотографии этих документов. Вот, например, вексель на татарском языке. Вот, здесь, я не знаю, видно? Александр, хорошо видно, да? Также видно и... Видно, да, видно. Там арабской вязью вот эти векселя, два векселя у нас вот в архиве сохранились. Очень интересные документы. А сверху фотография пассажа Яушевых в Ташкенте. Да, в Ташкенте тоже был торговый пассаж, то есть это магазин, через который как бы человек входит и проходит через такую галерею. Тоже здание сохранилось, его я не видел, вот, но там вроде бы был банк, насколько я могу судить. В общем, оно есть, и тоже в Ташкенте помнят о его истории. Вот, кстати, здесь также приводится реклама пассажа Яушевых. Конечно, зеркально показывает, да, учитывая, что у нас прямой эфир, но
Вот здесь действительно каждая страница богата на исторические факты. Приводятся как и фотографии, как и различные документальные документы тех времен. Действительно, это очень кропотливая работа. Дореволюционные фотографии, конечно, это каждая фотография — это произведение искусства. Как там композиция, какое качество изображения, Да, как да. вот одежда вся, вот там они просто вот большое эстетическое удовольствие доставляют Вот вопрос еще можно в вот связи эти с этим? старинные фотографии. Вот женщины, здесь очень много красивых женщин, такие с такими очень красивыми лицами, красивые черты. Чем они занимались? Можно вот больше об этом поговорить? Кроме того, что они занимались домом, семьей, ведь они еще, вы уже об этом вскользь упомянули, но... Да, у них, ну, это было, конечно, такое патриархальное в целом общество, Да. где женщины занимались в основном домом и детьми, но помимо этого у них социальная роль важная тоже была. Они выступали патронессами различных благотворительных организаций, образовательных организаций, там, в том числе там, во время, насколько помню, Первой мировой войны, попечительства о раненых, тоже женщины участвовали. Самые известные, наверное, здесь представительница семьи, чуть более как бы отдаленная от нас, но тоже достаточно близко, это Фатиха Аитова, основательница первой мусульманской женской гимназии в Казани. Там, не помню, по-моему, ее фотографии нет, но она там упоминается тоже. Это дочь Абдул-Вали Яушева, вот, которая свои деньги вложила в развитие женского образования, поскольку, опять же, девочки всегда дискриминировались в то время, как бы, ну, как бы, прямо скажем, во многих отношениях, в том числе в отношении доступа к образованию, и здесь она вот действительно сделала много для того, чтобы пытаться здесь как-то эту дискриминацию преодолеть. И ее тоже помнят. В Казани в честь нее названа гимназия, которая сейчас существует. 12-я гимназия для девочек. Скажите, Вот пожалуйста, а вот если говорить уже о современности, да, то чем отличаются дореволюционные купцы от современных бизнесменов? Мне кажется, вот проделав такую огромную работу, вы теперь можете и такой какой-то сравнительный анализ сделать. Наверное, из такого фундаментального, если сказать, вот купцы на момент вот, до начала Первой мировой войны, когда вот, самый пик развития и предпринимательства, и вот этой культуры купеческой, это люди, которые уже в нескольких поколениях были купцами, в нескольких поколениях были состоятельными людьми, и поэтому у них уже наработалась такая культура благотворительности, культура какой-то честности, вот, этических норм. В современном бизнесе это еще, он больше в процессе становления находится. То есть тут люди, которые вот, буквально первое или второе поколение людей, которые вот обладают такими большими капиталами, у них еще вот какая-то вот еще не прошло какой-то вот какие-то элементы, то, что там в школе называлось там, первоначальное накопление капитала. То есть тут должно пройти время, чтобы люди как-то не знаю, насытились потреблением, насытились какими-то вот внешними вот формами какого-то самовыражения, и как-то больше обратились внутрь себя, больше обратились вот на то, чтобы своими возможностями и своими средствами воспользоваться для того, чтобы развивать общество, в котором они живут, помогать тем, кто нуждается в помощи. Это тот путь, по которому современный бизнес, наверное, еще в большей степени идет, и который на момент вот 100 лет назад, уже не 100, уже там 110-120 лет назад, на тот момент этот путь уже был пройден.
предыдущими поколениями. Вот. То Но есть это тут как некая вопрос такая времени. семейная реликвия, которая передавалась из поколения в поколение. И с каждым разом она как-то оттачивалась, верно? Ну, как-то да, именно культура, именно, то есть воспитание какое-то, именно вот какие-то ориентиры ценностные, как-то, ну, что вот как-то, ну, типа, ну, что вот и так уже заработали достаточно, нужно уже поделиться, когда вот там выходишь на улицу, видишь бедных людей, нужно им помогать, а мы-то уже, типа, вот, Мгм. мы уже ни в чем не нуждаемся. У современных предпринимателей это может быть в меньшей степени как-то ощущается. Но опять же, тут вопрос времени, вопрос того, чтобы сменилось там одно поколение, два поколения, и тоже эта культура, она тоже придет, безусловно. Слушайте, ну вот слушая вас сейчас, у меня такая мысль возникла, что эта книга не только может быть интересна для историков, эта книга на самом деле, она в какой-то степени поучительная, да, она вот дает такой вектор культуры татарской, да, то, как развивался бизнес, как это все культивировалось с точки зрения уже вложения в культуру, в образование, и уже, как говорится, масштабные проекты росли, и уже как бы читая это не с точки зрения как исторический факт, а с точки зрения, как это можно выстроить все. Вот Ну, как тут вы важный считаете, урок. только ли историкам будет интересна такая книга? Я думаю, здесь, наверное, для широкого все-таки круга читателей. Тут есть большой поучительный такой момент в истории Яушевых. Ну, он такой, знаете, философский, грустный немножко, но такой какой-то такой красноречивый все равно, поскольку, ну, вот сейчас вот прошло 100 лет с тех пор, как, в общем-то, от вот этой бизнес-империи Яушевых ничего не осталось. Имущества нам никакого яушевского уже не досталось, капиталов никаких нет, но вот эта репутация Яушевых, добрая память о них, она настолько сильная, настолько она вот, настолько мощная, она до сих пор осталась, и до сих пор люди в тех регионах, где Яушевы осуществляли свою деятельность, люди до сих пор их помнят, до сих пор с таким теплом о них отзываются. Уже потомки, далекие потомки тех, кто лично Яушевых знал, кто лично у Яушевых работали. И эти люди до сих пор помнят, что вот какие были отзывы о Яушевых, как Яушевы помогали, как они на благотворительность тратили деньги, какими они были справедливыми, честными и дружелюбными работодателями. То есть вот это все настолько сильно, такой вот этот импульс, который тогда вот в конце 19-го, начале 20 века, вот он тогда родился, и до сих пор это идет. И вот добрая память, она живет, несмотря на ни на какие истории, ни на какие вот эти долгие годы там, советской идеологии, которая все-таки занималась индоктринацией людей в духе того, что вот там капиталисты, плохо, буржуи и так далее. То есть, несмотря на десятилетия вот такого дискурса, все равно у людей очень хорошая память я уже сохранилась, и это очень впечатляет, действительно. Да, ну, дневники, кстати, сохранились, записи из дневников, и вот то, что мы привели в тексте, то есть об этом красноречиво говорят, какое было отношение именно от Яушева к своим, например, подопечным, скажем так. То есть это вот такой пример того, как вот люди остались в истории именно, то есть это, ну, вот, они остались в истории, они сделали что-то, что стало им памятником гораздо более мощным, гораздо более важным, гораздо более светлым, чем любое богатство, которое они заработали и которого в итоге не осталось. И, можно сказать, получив импульс от истории такой богатой, этот импульс получили вы, и вот теперь родилась такая прекрасная книга. Это тоже очень большое, я считаю, историческое событие. Вот, кстати, говорилось о том, что комментарий был в наш адрес, что это на самом деле не первая книга, выходила еще и до этого книга, да? Можете немножко рассказать, чем они отличаются? Да, выходила тоже очень такая мощная научная книга о Яушевых, но она была посвящена средневековой истории, ну не средневековой, уже новое время. Если говорить о более старой истории рода Яушев, то есть если так даже начать совсем издалека,
история, которая вот в книге изложена, она делится на несколько периодов. И купцы Яушева это только одна из ветвей более широкого вот этого клана Яушевых, у которого есть и другие ветви. Есть там ветвь духовных деятелей, есть ветвь дворян. Но у Яушевых есть история с первый Яушев, точнее, от кого произошла фамилия Яуш. Яуш это был один из полководцев казанских, который упоминается в летописи, которая описывает осаду Казани Иваном Грозным. И вот его дети, внуки, вот они получили фамилию Яушевы, и они были землевладельцами, тоже очень многочисленная была семья, и вот одной из младших ветвей вот этой разветвленной семьи стали купцы Яушевы в Троицке. Поэтому вот история, что касается истории Яушевых, вот именно истории Яушевых, есть вот этот период от Яуша до купцов Яушевых, который вот охватывает, соответственно, несколько столетий, который тоже, да, отдельно интересная тема. Там меньше источников, ее труднее изучать, но тоже она достаточно, как бы, основные какие-то точки по ней тоже есть, тоже там, в общем-то, картина некоторая складывается, образ вот этих служилых татар, которые были на службе у царя, ходили в походы, за это получали землю, владели землей. В какой-то момент там тоже подвергались дискриминации там, по религиозному принципу, потом снова, значит, законодательство менялось, они снова могли попытаться восстановить свои там дворянские привилегии. Кому-то удалось дворянский статус восстановить, кому-то не удалось. Вот моим непосредственным предкам им не удалось вот этот юридический дворянский статус восстановить. Другим ветвям удалось, поэтому к 20 веку подошли, там, Яушевы были занесены там, в перечень дворян, но это были другие Яушевы, а не те, которые были моими предками. Вот, да, мои предки, они были, соответственно, купечество, купцы второй гильдии, первой гильдии, потом уже совсем накануне уже революции там прапрадед получил титул коммерции советника, это уже прям такой высокий, самый-самый высокий уже такой купеческий титул. Ну вот я хотела бы показать содержание, точнее немножко рассказать о содержании. Значит, первый раздел «Половцы и арские князья». Второй, это уже 16-18 век. Первый, точнее, раздел 11-16 век посвящен, да, половцы и арские князья. Второй раздел 16-18 века Мурзы Яушевой. Затем раздел уже по 17 год о купеческой династии, да, и о каждой династии идет здесь повествование. Затем 20 век. Затем здесь приводится родословная купеческая династия Яушева, география фирмы Яушевых, архитектура, связанная с династией Яушевых, предприятия и адреса, связанные с династией Яушевых, основные предприятия по состоянию на 1916 год, родословная, дети, затем могилы членов семьи, используемая литература. Но вот, конечно, при работе с такой книгой, наверное, много пришлось работать в архивах, да, Александр? Довелось работать в архивах также. Вот. Ну, например, ну как-то вот оба раза вот такие наиболее наиболее основательные такие мои походы в архив были связаны с такими не очень веселыми, наверное, темами, но тоже это важную составную часть книги тоже это ценной составной частью книги это тоже стало. Допустим, вот Центральный архив ФСБ по одному репрессированному родственнику Яушеву тоже. Там удалось, тоже долго заняло там, процесс рассекречивания, процесс там,
когда уже наконец прийти, посмотреть, скопировать, вот, но очень ценные данные, которые до этого никто не изучал. Или архив, Государственный архив Российской Федерации, тоже в Москве, в котором удалось найти дело на моего прапрадеда в царской охранке дореволюционной, которая, значит, осуществляла за ним слежку, как за, значит, участником мусульманского татарского общественно-политического движения, осуществляя за ним слежку, значит, когда он приезжал в Москву. Там наиболее интересно, там ничего, как бы, ну, приехал, уехал, как бы, но там интересные детали. Там как, оренбургская охранка, значит, шлет заявку в Москву. Такой-то отправился из Оренбурга. И, значит, проходит там недели две, пока он добрался до Москвы. Потом, значит, он в Москве. В Москве он, значит, провел где-то месяц, потом поехал обратно. Троицк тогда был часть Оренбургской губернии, поэтому Оренбург их курировал. И вот потом он поехал обратно. Пока он был в Москве, значит, он останавливался в гостинице «Боярский двор». Значит, я потом смотрю, где такой Боярский двор. Боярский двор – это гостиница, которая находится на Старой площади, в которой сейчас находится администрация президента Российской Федерации. И вот в этом здании, в здании этой гостиницы, значит, у фирмы Яушевых был московский офис. То есть из этого архива очень такие интересные детали, вот сколько длилась поездка из Троицка в Москву. Значит, если поездка длится так долго, значит, ты сюда не приедешь на пару дней, значит, если сюда приезжаешь, ты здесь, значит, месяц делаешь какие-то дела. Боярский двор, вот это гостиница, значит, тогда это была гостиница, сейчас это администрация президента, потому что когда после революции, значит, большевики перенесли столицу в Москву, в Москве не было административных зданий, поэтому они разместили свои органы власти в бывших гостиницах, и потом эти гостиницы, некоторые из них так и остались административными зданиями, сначала как ЦК КПСС, потом как администрация президента, и в частности вот Старая площадь, там целый квартал, который до революции был магазины, рестораны, там сейчас даже видно, что это бывшие витрины и так далее. Сейчас это, значит, администрация президента занимает. То есть вот такая ниточка, вот сколько всего вот и о Москве сразу как-то свет прожектора падает, и вот как-то ты погружаешься вот в эту жизнь, в то, какая страна была тогда, какие люди были тогда, какая у них была жизнь. Смотришь, сравниваешь это с тем, как оно сейчас, думаешь о том, как оно эволюционировало от того, как оно было тогда, к тому, как оно есть сейчас. Вот интересная вот работа дала работа над книгой, она дала некоторые вот такие интересный какой-то вот опыт именно такого вот осознания. Вот еще я посвятил пару дней в этом, ну, еще тоже летом, изучению рекламы Яушевых в челябинской прессе дореволюционной. Я прям собрал целую коллекцию, отфотографировал рекламы, которая публиковалась в газете «Голос Приуралья». Там вот то, что вы показывали рекламу «Пассажа», она как раз из той газеты. И там вот тоже, как эта реклама менялась. Там, она всегда была в одном и том же месте, они заказывали там стабильно какое-то вот место было за ними, и они там, какие товары к ним приходят, они вот, значит, рекламу их публикуют. Пару раз они публиковали на целую полосу. Такого, чего никто другой не делал, на целую полосу рекламы, когда, значит, накануне открытия «Пассажа» в Челябинске. Очень интересно. Ну вот, тоже возвращаясь к рынок. изданию, тоже хотелось бы продемонстрировать такая фотография, такой исторический кадр. Участники первого съезда мусульман России, Нижний Новгород, 15 августа 1905 года. Здесь на фото, и, скорее всего, присутствует Абдул-Вали Яушев. Вот такая фотография. Да, То есть, да. ну, действительно, это издание непосредственно напрямую связанное с историей Татарстана. И здесь можно увидеть такие очень редкие исторические кадры. Так, про «Пассаж» мы уже продемонстрировали. Хотелось бы еще остановиться
на таких. Вот примеры документов из личного дела Муллагали Яушева в Московском охранном отделении. Это 1912 и 13 года. А наверху второй Всероссийский мусульманский съезд в Санкт-Петербурге. Это 1906 год. Муллагали Да, тоже вот Яушев в последнем ряду в центре. Да, вот эта фотография, она в принципе довольно, она фигурирует в научной литературе более-менее. Даже она, это был удивительный опыт, когда я вот эту фотографию увидел в Казани сначала в музее истории татарской государственности в Кремле, потом в музее, который находится на цокольном этаже мечети Кул-Шариф. И я, когда я увидел эту фотографию, я тут же увидел прям знакомое лицо, вижу прямо вот в заднем ряду, на заднем ряду вижу, вот он стоит прапрадед. Мы знаем, что он участвовал там, и вот он здесь. Прям такой вот, такая встреча, и такой вот, когда вот точки соединяешь, и вот оно так вот образуется картина. Значительную часть работы составила тоже изучение статей и литературы краеведческой и исторической, где про Яушевых достаточно много упоминаний бывает, но это все были разрозненные, точечные упоминания в том или ином контексте, которые не были собраны воедино, и которые я как раз попытался воедино собрать, чтобы какую-то именно их историю вывести. Интересно, продолжают попадаться такие упоминания, продолжают тоже всплывать какие-то тоже маленькие факты. Часто это какие-то интересные бытовые детали, какие-то не знаю, там уже после того, как книга вышла, там что-то я нашел про то, как какие-то дополнительные детали, дополнительные подробности того, как у Яушевых была вот их конюшня собственная. У них была конюшня в плане того, что у них были лошади, которые участвовали в скачках, то в одном городе России, то в другом городе России. Ну, что-то по некой аналогии как Формула-1 сейчас, так вот у Яушевых была тоже своя конюшня, и вот они тоже какие-то призы получали. И это было у них такое хобби, которым они очень увлекались. Дорогие наши книголюбы, дорогие участники промэфира, огромное спасибо. Возможно, еще раз повторюсь, не все вопросы мы сейчас озвучим, и на все вопросы обязательно ответим. Вот хотелось бы зачитать комментарий Лилии. Добрый вечер, спасибо вам за книгу. Мы, троичане, гордимся, что такой человек создавал наш город. Привет, не один привет человек, всем. множество и привет, людей, троечки, если нас смотрят. Еще хотелось продемонстрировать вот тоже такой очень интересный кадр, да, но он говорит о многом. Вот здесь вот снизу. Это заявление Челябинского мукомольного товарищества с просьбой к властям разрешить транспортировку пшеницы в Челябинск. Первая мировая война, 1916 год. Вот насколько книга снабжена абсолютно разносторонними кадрами, да, фотографиями, не только семейными, но и интересными документальными фактами. Да, Александр, еще раз убеждаемся, что работа проделана, конечно, колоссально. Мы не говорили про город Кустанай, Ак-мечеть, главная историческая мечеть Кустаная. Вот, например. Продемонстрируем, сейчас аккуратненько берем. Вот это Ак-мечеть, это главная историческая мечеть Кустаная, построена при поддержке тоже Яушевых. Да, там была и остается сильная татарская община в этом городе. И вот первую мечеть построили как раз тоже татарская тамошняя община. Вот, очень красивая мечеть, ее недавно реставрировали, я видел фотографии. Вот, и тоже в Кустанае тоже про Яушевых помнят. Там располагался один из пассажей, в нем сейчас краеведческий музей. Вот тоже его довелось посетить где-то примерно лет 9, наверное, назад. Александр, а если вот говорить о планах, какие планы? Вот мне кажется, после работы над таким изданием, наверное, хочется продолжения. Может быть, продолжение не этой серии, может быть, что-то другое. Вот поделитесь, пожалуйста, планами. Или же в этой части вы еще хотите что-то доработать?
Остается что доработать и здесь, конечно. В принципе, еще не хватает такой целостной и детальной картины истории именно предпринимательской деятельности. Немножко не хватает. Есть какие-то общие обрывочные сведения, но тут, конечно, да, тут требуется более подробное изучение, чтобы хотя бы более четко оценить масштаб их бизнеса. Остаются, конечно, там некоторые наши довольно близкие родственники, чью судьбу мы не знаем, и которые нужно искать дальше. То есть у нас есть один из братьев моей прабабушки, его потомки, возможно, живут в Германии, а возможно, не живут. Там в какой-то момент связь оборвалась, и мы просто не знаем, что с теми людьми. Другая сестра ее, она вышла замуж за афганского дипломата, и они уехали вроде бы в Турцию. Последний раз с ними была связь тоже в 30-е годы, когда они были в Стамбуле. Но с тех пор мы не знаем, что с этими людьми и какова была дальнейшая судьба. То есть, да, много еще остается вот каких-то таких вот сюжетов, историй, которые надо изучить. Вот. И у меня это хобби, которое продолжается, которое со мной, которые я постоянно тоже какие-то ищу какие-то упоминания в статьях, упоминания в литературе, что-то продолжает накапливаться. Или как вот с той же самой рекламой в «Голосе при Урале». Повезло, съездил, вот такой большой массив получил вот этих вот материалов интересных. Поэтому, да, это такая история, которая не останавливается и не прекращается, которая будет продолжаться. Я для этих целей веду небольшой блог, тоже позволю себе его прорекламировать. Да, конечно, конечно. Yaushev.net. Там я просто накапливаю то, что нахожу, туда я вот выкладываю. Есть тоже Инстаграм аккаунт Yaushev, _family. Туда я тоже выкладываю какие-то материалы, потому что они постоянно что-то новое находится, новые какие-то детали, новые какие-то подробности, и каждая из них, она очень ценна и очень интересна, потому что она позволяет дополнить наши какие-то знания об истории, о тех людях, которые тогда жили. Да, еще раз повторюсь, что это прекрасное издание купца Яушева «Семейная история» можно приобрести как в наших фирменных магазинах в городе Казани, так и на нашем сайте Tatkniga.ru. Александр, огромное спасибо за такой интересный эфир. Было очень приятно побеседовать. Лясян, тоже огромное спасибо вам. Да, можно? Александр, от себя лично хочу поблагодарить за продуктивную работу, за то, что вот вы так оперативно отвечали на все вопросы. Мы с вами контактировали, все вопросы решали очень быстро. И вам огромное спасибо за ваше вот такое вот теплое, трепетное отношение к своим корням. Это все равно это достойно уважения. Да, достойно уважения. И успехов вам. И ждем, кто знает, может быть, еще следующая книга будет. Спасибо вам большое. Спасибо тоже за очень приятно было вместе работать и взаимодействовать. Еще раз огромное спасибо, дорогие книголюбы, дорогие читатели, дорогие гости нашего прямого эфира. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Еще раз напоминаю, что книга, она доступна с любой точки мира. Пожалуйста, заказывайте. На все вопросы, на которые мы не успели ответить, мы обязательно ответим. Пожалуйста, обращайтесь в директ. Адресуем их тоже Александру. Огромное спасибо. До новых встреч. До свидания.